снова здравствуйте, дорогие друзья. Омагагас Дустар, 27 марта 2026 года. Пятница, конечно же, и за окном уже 10 часов и 1 минута, если говорить про окна Башкортостана. У меня здесь в Берлине 6 часов и 1 минута, и это у нас с вами на какое-то время последняя встреча, когда мы встречаемся с интервалом в 4 часа. Я думаю, что с понедельника ситуация изменится и станет более удобной, как минимум для вас, тех, кто смотрит нас в прямом эфире, потому что разница будет в 3 часа, и мы начнем выходить по летнему графику в 9 утра по уфимскому времени. Поэтому заранее предупреждаю. Кстати, пишите, как вам, насколько это правильно, удобно. Ну, в общем-то, в последние годы, уже даже годы, у нас график был именно таким. Вот, соответственно, после того, как цивилизованный мир перейдет на летнее время, как я уже сказал, интервал между нами и вами сократится. Так намного проще и удобнее. Чат у нас работает, вижу, уже оживает. И без напоминания, знаете, за это всем большое спасибо, дорогие наши подписчики. С нами здесь Тулпи Макс, Рустам Бердин, Газель Галена, Клара Целкина. Тех, кого мы знаем, помним, любим. И всякий раз ждем, конечно же, в чате для того, чтобы общаться и делать наши встречи более увлекательными и зажигательными. Начнем с новостей в стране и в мире. Они уже готовы или нет? Ай-яй-яй, нет, они не готовы. Подождем, значит, буквально еще минутку-другую, и, скорее всего, они появятся. Вот. Для начала, такие, может быть, неформальные новости. Давайте я вам прочту буквально из телеграм-канала или группы поддержки, если хотите, одной из обвиняемых по баймакскому делу в организации так называемых беспорядков. Это узница Баймака Альфинур Рахматуллина. И вот в группе ее поддержки в чате от имени родственников, помимо фотографий, кстати говоря, написали несколько слов о том, как дела обстоят. Давайте я просто процитирую, как говорится. Вчера и сегодня были в суде. Новости пока такие же. Допрашивали свидетелей. Мама еще показания не давала. В следующий раз, может, дойдут. Витамины просила вчера. Кальций и магний. Отнесли в медчасть. Не приняли. Сказали, не нуждается в них, не назначен врачом. С этим проблема в этом СИЗО. Ладно, хоть лекарства дают, которые по почте отправили. В субботу отправим большую посылку с продуктами, витаминами. Может, так сможет получить. Все, что она просит, передаем. Деньги на счет СИЗО на ее имя отправляем постоянно. Там есть магазин, хоть цены в 3 раза дороже. Есть какие-то продукты, которые она заказывает. Адвокаты с ней общаются, передают нам все. В СИЗО в апреле будут ее посещать. Судов почти нет в этом месяце. Всем передала привет она, ей тоже передали слова поддержки от одногруппников, партнеров, родных, которые лично писали. Она очень радуется таким новостям. Вот, друзья, это лишнее доказательство того, что каждому, кто находится в неволе, в СИЗО или уже в колонии, очень важна любая поддержка. Прежде всего, даже обычная моральная поддержка, какие-то приветы, какие-то послания, слова поддержки и письма, конечно же. Поэтому лишний раз напомнить лишним, извините, не будет. Это будет совершенно справедливым напоминанием. Да что ж такое. Так, и давайте мы смотреть будем все-таки на новости, которые появятся у нас сегодня или нет. Лучше посмотрю на чат. Новостей нет, а вот чат у нас уже оживает. Пока еще приветствия в нем идут. Каждому спасибо отдельно за приветствие. Продолжайте, друзья, в том же духе. Ну что ж, новостей не видать. Видать, вот, буквально появились на 6-й минуте. Отлично. По сообщениям местных властей, в результате российских воздушных атак в Сумской области погиб мужчина, еще один человек ранен. В Херсоне погибла 66-летняя женщина. В Харькове пострадали 6. В Балаклее Харьковской области пострадал 1 человек.
В Белгородской области украинские дроны атаковали 6 муниципалитетов. Пострадали 5 человек, включая 7-летнюю девочку, сообщил губернатор Гладков. В Брянской области, по данным губернатора Богомаза, в результате артобстрела ранен 1 человек. На закрытой встрече с бизнесменами Владимир Путин предложил им сделать добровольные взносы в бюджет на продолжение войны, сказав, что пойдем до границ Донбасса, рассказали источники The Bell. Угу. По их данным, идея принадлежит главе Роснефти Игорю Сечину. Сулейман Керимов пообещал внести 100 миллиардов рублей. Боже мой. Дональд Трамп, сославшись на просьбу правительства Ирана, отложил ураны по энергетическим объектам в Иране еще на 10 дней. Об этом он написал в сети True Social, добавив, что переговоры продолжаются. Wall Street Journal со ссылкой на посредников в переговорах пишет, что Иран с такой просьбой не обращался. Все страны НАТО увеличили уровень военных расходов до 2% ВВП или выше. Эта цель была поставлена в 2014 году после аннексии Крыма. В 2025 году совокупные расходы участниц НАТО на оборону на 20% превысили уровень 2024 года, сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в своем годовом отчете. В Нью-Йорке прошло второе заседание суда по делу Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, обвиняемых в организации наркоторговли. Адвокаты заявили, что невозможность оплачивать их судебные издержки из бюджета Венесуэлы из-за санкций нарушает право на защиту и потребовали снять обвинение. Судья отказался это сделать, но официального решения пока не вынес. Летом на 100-долларовых купюрах появится надпись Дональда Трампа. Впервые в истории бумажные деньги подпишет действующий президент США. С 1861 года на них была подпись казначея. Новый дизайн приурочен к 250-летию независимости США, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Скотта Бессента. Вот такие новости мы имеем к этой минуте в стране и в мире. В общем, затягивается история в Иране. Это, конечно же, напряженно и не вдохновляет, так скажем. Вот, но что имеем, то имеем. Трамп, как минимум, очень позитивно настроен. Вечно у него уже все закончилось. Всех он победил. Всех заставил жить в мире и дружбе. Ну, это опять же его риторика. А по факту мы видим, что проблем хоть отбавляй, куда ни кинь, соответственно. По самым разным направлениям такая ситуация. И Софья с вами, пишет нам, дорогая наша Софья. Замечательно. Ассалам алейкум, пишет Закиев, Замир. Прекрасный у вас ник, я вам скажу. Вадим Беляков с нами. И так далее. Ну что ж. Таким образом мы можем двигаться дальше. Кстати, это у нас первая встреча после эфира аспектов мнений с Айгуль Леон и Ростиславом Мурзагуловым, поэтому можете смело писать, что об этом думаете, задавать какие-то вопросы ведущему. Вот, надо сказать, действительно много обратной связи поступило после этого эфира и продолжает, наверное, поступать. И очень любопытные наблюдения, соображения в том числе приходят от людей по теме событий на Куштау в 2020 году прежде всего. Вдруг я для себя осознал, что это, по сути, главное и ключевое событие в истории Башкортостана за многие-многие годы, и таковым останется. Понятно, сейчас во главе угла не мелкие какие-то местные события, сейчас во главе угла война, в которой Башкортостан поневоле участвует. Ну а если смотреть на предыдущие годы, то вот Куштау, да, это такой важный исторический водораздел, ключевой момент. Вот. Но есть оценка такая, знаете ли, поверхностное и эмоциональное, душевное, скажем, да, это вот то, как мы это оцениваем, участники тех событий. Если коротко, то народ победил власть и, соответственно, показал, кто здесь хозяин, и это важно. Если вот всю шелуху отбросить и оставить вот историческую такую эмоциональную оценку, то это так.
Но если пытаться разобраться, как что происходило, где какие были интересы, в результате что мы получили, а надолго ли сохранится данный эффект, то, конечно, возникают оттенки и разные интерпретации. А эти оттенки, если уже все-таки пытаться анализировать эффективно и как-то глубоко, то нельзя их отбрасывать. Мы с вами всегда признаем, что во многих вопросах всякий раз возникают те или иные нюансы. В общем, это так, мысли пока вслух, не то чтобы хочется прям глубоко погружаться в тематику, но вот эфир к этому меня сподвиг, надо сказать. Вот. Хотя, знаете ли, лично у меня не было планов на эту тему говорить. В общем-то, я хотел предоставить гостям возможность выстроить между собой диалог. Где-то совсем чуть-чуть он, может быть, получился, вот, но больше получилось вспомнить прошлое. Вот, Тупи Макс пишет, к сожалению, народ не победил, его использовали. В данном случае перефразируя слова Ростислава Мурзагулова, он пишет, да? Так, Хабирова отменить может любой, не вставая с дивана. Времена дронов, а не пулек. Угу. Нет никаких проблем, не преувеличивай. Затягивается, но еще даже не начинали. Это вы о чем? Ага, это о другом. Так. Надо еще подобные эфиры. Габасов и Галямов, например, да, пишет Азат. Да, наверное, нужны такие эфиры, согласен. Так или иначе, людей интересует, люди начинают вспоминать, и начинается мыслительный процесс. У нас рейтинги растут, в конце концов, это все правда. Ну, наша задача пробовать. По поводу Аббаса Галямова я не уверен, в том смысле, что он очень занятой и востребованный специалист. И, насколько я понимаю, вступать в какие-то дискуссии с кем-то он тоже не очень любит. Он предпочитает вещать соло, но наше дело, как говорится, предложить. Некоторые из вас в последние дни особенно активны в Телеграм-боте, в Телеграме, собственно, и там шлют нам идеи и предложения о том, с кем можно общаться. Вот. И я благодарен, действительно, порой очень любопытные имена и фамилии всплывают, многие из которых мне лично даже никак не известны и не знакомы, но они могут быть любопытными гостями для наших эфиров, поскольку имеют отношение к Башкортостану, а добиваются успехов, какой-то славы, признания, зачастую где-то за границей, занимаясь нормальной работой, да, какими-то изысканиями, научными исследованиями и прочим творчеством. Так, значит, таким образом. Давайте посмотрим, что у нас в республике, а вы действительно продолжайте писать, и я ваши мнения очень ценю, соответственно, и некоторые буду озвучивать, как это обычно у нас принято. Так, кстати, все ли в порядке у нас с качеством связи? У меня на 2 недели вновь интернет мобильный, и боюсь, что снова могут быть проблемы, каковыми они были вот еще в ноябре, когда мы по новому адресу начинали с вами общаться. Все очень-очень муторно, конечно, с этими вещами в странах Западной Европы, в частности в Германии. Вроде интернет свободный, все, что хочешь, пользуй, открывай, никаких блокировок. Но вот чтобы элементарно дождаться инженера, ты должен встать в очередь и ждать его месяц упорно. И ничего, что у тебя в это время нет никакой связи. Всем плевать. Итак, у нас политика, знаете ли, иногда мелькает в республике. Вот, например, партия «Яблоко» и ее региональное отделение, такое есть, удивитесь вы. Так вот, переизбрали эти ребята своего председателя республиканского отделения партии. Им, точнее, председателем вновь стала Кристина Абрамичева, которая и ранее исполняла эти обязанности. Также яблочники избрали новый состав бюро, в которое вошли 4 человека, а также контрольно-ревизионной комиссии. Состав они избрали из 3 человек. Членом Федерального совета от Башкортостана стал Радик Рахматуллин.
Это экс-судья в отставке. Было у нас он тоже в эфирах. Замечательный, неравнодушный гражданин. Про Абрамичеву пишут в «Коммерсанте», что она с 19 года по 21 год состояла в Совете по правам человека при главе Башкортостана. В 2021 году выдвигала кандидатуру в депутаты Госдумы по Благовещенскому одномандатному округу, но на выборах за нее проголосовали всего 5600 человек, а победил в округе Рафаэль Мардамшин, кандидат от «Единой России». К теме депутатов Госдумы мы позже вернемся. У нас даже пропаганда государственная на эту тему стала писать. Посмотрим, что они пишут на эту тему ближе к концу нашей встречи. Ну, а премьер-министр республики Андрей Назаров, о котором, кстати, в последнее время как-то вообще не слышно, ну, по крайней мере, вот в инфополе, мы ничего о нем не рассказываем, и не вижу я как-то публикаций. Так вот, Андрей Назаров, заявил о необходимости сработать на упреждение для недопущения вспышек пастереллеза и бешенства животных. Та самая тема забоя скота, по крайней мере, в Сибири. По словам Назарова, органы власти усиливают контроль на ветеринарных постах, проводят совместные рейды, осмотры поголовья и разъяснительную работу. Как рассказал Назаров, он поручил муниципалитетам и Госкомитету Республики по ветеринарии провести внеочередные комиссии и усилить информационную кампанию. А Министерство сельского хозяйства должно разъяснить владельцам скота порядок страхования животных. В общем, говорят важные вещи, по крайней мере говорят. Удастся ли предотвратить в республике этот ужас, с которым столкнулись фермеры и частные лица в Новосибирской области, например, это остается пока вопросом. Но вот вчера некоторые источники писали, что все-таки речь идет о заболевании под названием ящур. Более того, речь может идти об эпидемии этой болезни, и власти боятся даже не столько самой эпидемии, сколько информации о том, что эта эпидемия есть. Оказывается, опять же, эта версия, но она мне как-то кажется правдоподобной. На сегодняшний день из России довольно серьезный экспорт мясной продукции, мяса прежде всего, в некоторые страны, такие как Китай, например. Даже в Казахстан, оказывается, довольно большой экспорт. И вот, это статья доходов, это деньги, разумеется, валюта причем, да? И если официально придется признать, что ящур хотя бы где-то на территории страны, то весь экспорт с территории страны на время прекращается. И вот по тем данным, которые мне удалось найти на эту тему, как раз пишут, что власти, испугавшись того, что придется признать наличие ящура, ведут себя вот таким вот ужасным образом по отношению к конкретным людям в Новосибирской области, вызывая недовольство, ничего не объясняя толком. И, в общем-то, стреляя себе в собственные ноги или колеса, если хотите. Вот эта версия, кстати, очень даже выглядит правдоподобной. Вот. Ящур действительно опасное заболевание, которое быстро распространяется. И, конечно, в этом смысле надо позаботиться. Надо позаботиться тем фермерам, тем владельцам скота, у кого еще, к счастью, этой болезни нет. Вот такая ситуация. Народ, где можно посмотреть и почитать реальные новости Башкортостана? Спрашивает Белая Медведиха. Ну вы же по адресу, вы у нас можете это дело смотреть и читать, в том числе в Телеграм-канале. Кстати, накануне было много жалоб на Телеграм. Некоторые люди мне прям индивидуально писали, что все не работает ни в какую. Даже с использованием VPN, по крайней мере того VPN бесплатного, который мы тут раздаем вам. Вот, поэтому тоже пишите, что вы об этом думаете. Я тут, знаете ли, позавчера был на лекции, посвященной безопасности в интернете, за авторством того самого Михаила Климарева. Как там он, вице-президент или президент Общества защиты интернета, но не суть. Он занимается развитием вот этого VPN-генератора, бесплатного сервиса,
правда, с платным подразделением, там и платный вариант есть. Ну так вот, бесплатного сервиса, который мы в том числе используем для того, чтобы делиться с вами ссылками. Удалось с ним как бы лично поговорить, познакомиться, и он жалуется, конечно, жалуется, что вот все сложно, денег мало, и пользователей много очень, то ли, я не знаю, там много, короче говоря, прям такая цифра звучала внушительная. И поэтому бесплатный сервис, конечно, может подводить. Вот. Но при этом обнадежил, что он, этот самый сервис, будет продолжать поддерживать, и он уже сервис, собственно, будет дальше работать. Вот как-то так. Вот, к телеге нужно еще любой прокси подключить, пишет Бабовна. Вот я здесь вообще не берусь комментировать. Я видел разговоры про это, мне даже писали, а есть у вас прокси? Я вообще не понял, о чем речь, к сожалению, не вникал. Почему прокси, какой прокси? Поэтому воздержусь от комментариев. Так, что у нас тут в чате? Азат писал: я недавно смотрел статистику регионов. Башкортостан по крупному рогатому скоту на третьем месте среди регионов. О как. Суммарно оказалось, что 4-миллионный Башкортостан кормит около 9 миллионов человек. В общем-то, очень похоже на правду. Очень похоже на правду. Так, ну а мы дальше двигаемся. И еще про баймакское дело мы сегодня скажем на примере истории двух братьев, которые оказались узниками системы в результате баймакского беспредела. Поговорим про Ильмира Ахатова и Динара Акбалина, уже осужденных по баймакскому делу. Об обстоятельствах задержания этих братьев известно крайне мало. Активисты писали, что Ильмира Ахатова объявили в розыск по баймакскому делу. То есть очень сухая была информация. Значит, задержали их еще в первые дни в итоге, в январе 2024 года. Ильмиру Ахатову 42 года. По словам его жены, он родился в деревне Абзаева Бураевского района Башкортостана. В дальнейшем проживал в селе Баишево Баймакского района. До ареста Ахатов жил с семьей в Магнитогорске. У мужчины 2 детей, дочь и сын. До этого он работал на севере вахтовым методом, бензозаправщиком, писала его жена, а еще раньше сварщиком. На межвахте занимался установкой кондиционеров, то есть работал, в общем-то, непрерывно. По характеру Эльмир очень позитивный, добрый человек, отзывалась о нем жена. Всегда всем помогает, часто ездил к родителям домой и там помогал с благоустройством деревни, будь то отремонтировать мечеть, будь то кладбище и так далее. 7 апреля 2025 года судья промышленного райсуда Оренбурга Игорь Измайлов признал Эльмира Ахатова виновным в участии в массовых беспорядках, ну и по второй статье про ущерб ментам. В чем именно обвинили Ахатова, стало известно лишь из опубликованного на сайте суда операционного определения. В нем сказано, что вина мужчины подтверждается показаниями сотрудника ОМОНа с фамилией Алсыханов, который заявил, что Ахатов кидал сотрудников в куски снега, один из которых попал ему в голову, причинив физическую боль. В свою очередь инспектор полка ППС УМВД по Уфе, чья фамилия не указывается, заявил, что Ахатов удерживал его сзади за бронежилет, препятствовал ему выйти из толпы, а затем нанес ему удар рукой по голове в область затылка, причинив физическую боль. Значит, по поводу Акбалина. Почему-то я тут особо не вижу информации. Сейчас, одну секунду, дорогие друзья. Странно, она как-то отдельно, видимо, идет. Ну, так или иначе. Дела Эльмира Ахатова и Динара Акбалина, поскольку они родственники, это не единственный семейный кейс в баймакском деле. Также мы знаем о том, что среди осужденных оказались
продавец из Баймака Сания Узянбаева и ее сын Данис Узянбаев. О них мы тоже с вами здесь говорили и историю обсуждали. В общем, ребята осуждены, находятся в заключении. Значит, если говорить... Так, нет, это опять не та информация. Ну, в общем, окей. Поподробнее можете почитать на страницах Идель Реалий. Наше дело упомянуть, как говорится, и дополнительный раз, не лишний раз, ни в коем случае напомнить нашей аудитории о деле в целом и о конкретных фигурантах этого дела в частности. Так. О чем пишут наши дорогие друзья в нашем чате? Ведомости. Азат. В царские времена империя получала много золота, экспортируя овечье сало из околоуральских и волжских степей. Вся Европа пожгла свечи из нашего сала. Азат отвечает. Я вот не погружался никогда сильно в историю, хотя начал в Ютубе искать нормальные каналы. Может, кто посоветует? Мне показалось Эйдельман предвзятой империалисткой. Мне, кстати, так не показалось. Тамара Эйдельман, понятно, что она как бы москвоцентричный историк, она, в общем-то, москвичка, но именно с точки зрения империи в целом, подход у нее вполне себе адекватный. Вот что касается нашей с вами истории, таких прямо чтоб каналов качественных, скорее всего, и нет вовсе. Это все надо собирать с миру по нитке, обрывочно. Я вот рекомендую лишний раз, опять же, не лишний, а вполне себе нормальный раз обратиться к каналу Айрата Дильмухаметова, который он успел активно вести в 2018 начале 2019 года. Там в том числе есть ролики, посвященные историческим событиям. Я всячески и призываю, и рекомендую пересматривать его соображения, поскольку считал и считаю его политиком номер один в Башкортостане и среди нашего народа в принципе, который на несколько голов опережает всех тех, кто в отсутствие Айрата Дильмухаметова ведет какие-то дела. Не хочу никого обижать, просто вот это мое личное мнение, оно сформировано, опытным, как говорится, путем, и с этим я ничего поделать не могу. Вот. Да, молодцы и те, кто сейчас что-то делают, что-то говорят, но не уйдешь, как говорится, от действительности. Дильмухаметов выше, сильнее, умнее, чем все, я не знаю, вместе взятые. Вот, разумеется, и себя самого я с ним никак не сравниваю. Поэтому, вот, пользуясь случаем, на всякий случай напоминаю, особенно тем, кто помоложе, кто не застал, кто так или иначе не помнит и заблуждается, возможно, по многим вопросам. Вот как-то так. Так, вот ведомости пишут. Руслан может запустить какой-то исторический медиапроект, ведь есть интерес у народа к прошлому, и этот интерес усиливается. Я всегда поддерживаю мысленно всякого рода интересные идеи, но всегда готов в ответ тут же пожаловаться. А что же еще делать? Чтобы что-то запускать, нужны для этого ресурсы, хотя бы какие-то. Да, я дальше даже продолжать не буду, просто вот как бы я сказал, по-моему, главную мысль. То, что мы делаем, соответствует тому уровню ресурсов, которые у нас есть, и даже больше. Большую часть мы делаем на энтузиазме. Поэтому делать что-то еще масштабное я не вижу никакой возможности, к сожалению. Так, я, кстати, писал письма Байгускарову, пишет Азат, не так давно, на башкирском, в СИЗО через сайт. Пока ответа нет. Писал, рассказывая смешные истории про себя. Но ведь СИЗО в Оренбурге башкироязычные письма не пропускает. Мы слышали об этом, нам об этом сообщали. И о том, что начали пропускать, я не слышал. Поэтому, а есть ли смысл писать на башкирском языке в СИЗО? По крайней мере, в то СИЗО, где они находятся, Байгускаров и другие обвиняемые в организации массовых беспорядков.
Поэтому, ну, держите в курсе, может быть, дойдет. Тем временем Рустам Зарафутдинов, известный товарищ в узких кругах, будет возглавлять ТРК «Башкортостан» еще 5 лет. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на решение Совета директоров. Есть и такой орган у телерадиокомпании «Башкортостан». Ранее контракт с Зарафутдиновым был продлен с 23 по 26 год на 3 года, а теперь сразу 5 накинули с 26 по 31 год. Зарафутдинов, который трудится, скажем так, на ниве пропаганды с 2017 года в роли директора. До этого он много лет трудился на ниве пропаганды в роли ведущего. Он хвастается и говорит, что главный результат работы – это то, что телеканал БСТ в последние несколько лет является лидером по доле телесмотрения среди всех региональных каналов России. Вот так он считает, что БСТ популярнее, чем другие региональные каналы. А нашей радиостанции, говорит он, в топах по ежесуточной аудитории в регионе. Но конкуренция за зрителя и слушателя только усиливается, поэтому в основе стратегии нашего развития мультиформатность и мультиплатформенность. Вот такие вот слова. Ну что тут скажешь? Это вот тот случай, когда внешне нормальный, казалось бы, человек, но занимается, особенно после 22 года, по сути, преступной деятельностью. И ничего, как говорится, нигде не тянет. Понятно, что огромные деньги, и это все решает. Иногда, анализируя такие вещи, думая о них внутри себя или вслух, как сейчас, интересные выводы делаю. Вот мы ровесники, но Зарафутдинов, в отличие от меня, как бы он еще со школьной скамьи и с первого курса университета, как рассказывают очевидцы, точно знал, что он пойдет на телевидение. Надо сказать, ведь я тоже тогда мечтал о телевидении. Но просто не получилось мне попасть в Башгосуниверситет, куда-нибудь там, на любой факультет, совершенно неважно. И я как-то на тот момент распрощался с этими мечтами и мыслями на долгие годы, на долгие 20 лет. Вот. А если бы получилось, то мы бы, наверное, вместе параллельно пришли бы на башкирское телевидение, там, в 2000 году, условно говоря. И где-то там рядом бы сейчас, наверное, работали, конкурировали между собой. Думаешь об этом и потом понимаешь, что ладно, этого ничего не произошло. Все произошло по-другому. Именно так, как происходит сейчас. Это так, сослагательное наклонение, но, наверное, даже и глупые мысли, не так скажу. Бабовна пишет, согласна с Русланом по поводу Айрата Дильмухаметова. Замечательно. Вот пишите, пожалуйста, кто согласен. А кто не согласен, тоже пишите, я докажу. Я вдруг осознал в какой-то момент, что я редко говорю о нем. По сути, вот, ну, я сейчас опять же утрировать буду, да? Но чтобы вы понимали мое отношение и оценку. Вот, ну, будь моя воля, я бы вообще ни о чем и ни о ком другом в принципе не говорил. Вот буквально так. День ото дня, каждый день проводил бы встречи исключительно говоря об этом человеке и цитируя его работы. Это звучит абсурдно и глупо, но это показывает тот масштаб и ту оценку, которая у меня есть к нему. Где-то я, конечно, лишний раз не говорю, наверное, чтобы, ну, как бы не сглазить, если хотите. Вот, как бы это ни звучало абсурдно, опять же. Но вот нужно какой-то баланс находить, и поэтому я сегодня вот в том числе решил напомнить, и мысли об этом возникли тоже не просто так, а в результате вот последних наших встреч в эфире в том числе. Поэтому, дорогие ребята, те, кто помоложе, пересмотрите все его интервью у нас на канале во времена «Эхо Москвы» в Уфе. Их там штук 8, по крайней мере, со мной. 8-10. Ну и на его канале тоже, безусловно. Так, так.
Зад не слышал, что там письма не проходят. Оплату-то они примут, это не проблема. А вот дальше цензор, который письма получает, он скажет, что тут написано, я не понимаю, и выбросит письмо. Эти факты уже есть, к сожалению. Вот. Так. И Азат пишет про Айрата Дильмухаметова. Спасибо большое, бальзам на душу. Для меня это очень-очень важно. И Вальмир тоже. Так, и вопрос. Руслан, вы читали на Deutsche Welle, что российские депутаты летали в США, то есть обычных людей не выпускают, выдачу загранпаспортов затягивают, а сами летают к своему заклятому врагу? Ну, блин, это сплошь и рядом, к сожалению. Да, какая-то там группа депутатов прилетела на правительственном Ил-96, представьте себе. Где санкции в отношении конкретной авиакомпании, в отношении конкретных депутатов? Очень много, к сожалению, проблем в этом цивилизованном мире, с позволения сказать. Санкции, вот эти вот ограничения совершенно неадекватные. То есть иной раз политического активиста могут депортировать буквально в лапы режима, а вот этих вот реально военных преступников принимают, общаются. А я уже не говорю про их родственников многочисленных, на которых записаны активы. Они вообще живут припеваючи по курортам, по европейским, как ездили, так и ездят. Есть с этим много проблем. Ну что тут с этим поделаешь? В общем, все, что мы можем делать, это привлекать к этому внимание. Вот, я уж, извините, в той небольшой речи в Европарламенте буквально в двух словах, но тоже ведь затронул эту тему, сказав, что есть, скажем так, проблемы у европейской бюрократии с соблюдением собственных же решений. Вот. Ну и дальше идем. Так. В Башкортостане завершили рассмотрение дела о хищениях в Башкиров-Тодоре. Что это значит? Это значит, что решение Кировского райсуда устояло практически без изменений в Верховном суде Башкортостана. Имеется в виду приговор в отношении экс-директора Башкиров-Тодора Ильдара Юланова, владельца группы компаний «Киви» Ирика Шарипова и менеджера Рената Мардисламова. У них довольно большие сроки и, в общем, перспективы, так скажем, туманные. Хотя, если верить материалу пруфов, адвокаты особо и не рассчитывали на апелляцию, они рассчитывают на кассацию, которая будет в третьей инстанции в Самаре. И, дескать, там было много нарушений процессуального характера, и можно будет как-то отменить приговор. Хотя очень-очень сомнительно. Санкции для простого народа, они для них, им до лампочки, видимо, хотел сказать Вальмир. К сожалению, есть с этим проблемы. Да. И это работает на режим, черт подери. Когда люди, которые сомневаются, скажем так, мне тыкают вот эти вот факты, но мне нечего сказать в оправдании. Я говорю о том, что вот в таких странах, в условиях демократии действительно возможна непоследовательность. Это издержки. То есть в диктатуре, в автократии, скажем так, последовательность решений и предпринимаемых действий зачастую более прямолинейная и более предсказуемая даже в этом смысле. Потому что, есть приказ. Там невозможно другие варианты применить. Кроме отдельных случаев, там, коррупции и расхлябанность. А здесь что? Здесь тут решение приняли депутаты, а тут, значит, кто-то это решение саботирует. А в одной стране одно решение, а в другой стране другое решение. Да, вроде есть общие наднациональные органы управления, там, типа Еврокомиссии или Европарламента. Я тоже раньше думал, во всех странах Евросоюза вообще все одинаково. Вообще не так, по факту оказывается, настолько все по-разному, что о Евросоюзе напоминает только открытая граница. Иногда напоминает общая валюта, и то не везде. Зачастую внутри все сильно отличается. Отличия должны быть, в разнообразии в этом смысле интерес, но вот именно то, как некоторые решения реализуются в жизни, притворяются в жизнь, это все, конечно, вызывает определенный скепсис. Так, а если вернуться к нашим событиям, вот Вадим напоминает нам Беляков про лифты. Я недавно писал, что врали, что все
что все закончившиеся старые лифты заменили. Так вот, вчера тоже написал новость, что они признали, что да, в этом году еще какие-то лифты будут менять. Ну что ж, это похвально как минимум. И прекрасно. Прекрасно, что удается иногда вывести на чистую воду этих людей. Вот Уфа-1 пишет о том, как в Уфе, в центре, на улице Мингажева сносятся частные дома. Но при этом, как утверждает издание, разрешение на строительство на этом участке никто не давал. То есть вот как у нас часто бывает. Разрешение никто не дает, а никаких документов нет, но почему-то все знают, все уже решили, и в конце концов ведь там что-то появится. И когда там все уже появится, и документы у них будут в порядке. Вот как это работает, спросите вы. Я не берусь судить. В общем-то, опять же, не то чтобы это очень важная история, но история прекрасно иллюстрирующая реальное положение вещей. В то время как Мавлиев продолжает пытаться быть мэром с человеческим лицом, устраивает встречи, всякие блогеров приглашает к себе, ордена им вешает. Вот на днях видел, как блогер Артем Хуртов, который приглашает узнавать город вместе заново, побывал у него, получил медальку, дескать, помогает решать вопросы в городе. То есть вот эти все вещи посмотришь, очень мило и приятно. Я, например, как журналист, понимаю, что такие вещи так или иначе нравятся журналистскому сообществу, когда человек с ними общается. Я всегда это говорю, да, то есть те, кто с нами были открытыми, всегда завоевывали кредит доверия определенный. Вот, ну, блин, кредит доверия – это прекрасно, а по факту вот мы видим, там, где вопрос касается денег и больших денег, все как было, так и есть. Продолжаются точечные застройки и завершаются ранее начатые проекты, о которых тот же Мавлиев мог говорить критические вещи, а в конце концов, как начали строить, так и достроили высотки у госцирка, например, да? Поэтому не понимаю. Хотя что тут непонятного? Деньги. Ну и вот под занавес про выборы Башинформ пишет, они редко затрагивают хоть сколько-нибудь острые важные темы. А тут, знаете ли, заголовок. Парламентариев по оси не считают. Кто будет представлять Башкирию в Госдуме? Вот так вот. Опять же, в наше время совершенно не важно, как зовут тех или иных андроидов, да, которые нажимают кнопки в этом месте. Ну, блин, по старой памяти все-таки интересно. Тем более вот этот состав депутатов принимался 5 лет назад, и мы в этом еще активное участие принимали. Да? Я был членом избирательной комиссии, у нас депутаты, точнее кандидаты приходили в эфиры на «Эхо». Не все, правда, но некоторые приходили, в том числе на коммерческой основе, таким образом поддерживая нашу работу, так скажем. Приходили рассказывать о себе. И вот об одном из них, о бизнесмене Рифате Шайхутдинове, который к нам приходил, пишут тут, мягко говоря, нелицеприятные вещи. Помните такого? Вообще человек, конечно, имеет сомнительную репутацию, в том числе и в прошлые годы. И вот его тут, дескать, называют сбитым летчиком, потому что суд Москвы арестовал его многомиллиардные активы по иску Генпрокуратуры. Вот об этом пишет Башинформ, но при этом никак не упоминает, а как же этот человек с таким послужным списком вообще оказался депутатом от республики в 2021 году при нынешней хабировской команде. Почему он в этом списке оказался? Кто его согласовал и так далее? Или они хотят сказать, у нас народ его избрал на честных выборах? Не смешите в мои тапочки. Хочется сказать в ответ на это. У нас, кстати говоря, в нынешнем составе Думы республику представляют еще 2 человека от «Не-единой России». Один – это Ющенко Александр от КПРФ и еще один Иван Сухарев от ЛДПР. Всего 3, включая Рифата Шайхутдинова, у нас не единоросса от Башкортостана. Дальше. Павел Качкаев, экс-мэр Уфы, скончавшийся, представлял республику в последнем созыве. Дальше Эльвира Айткулова. Прекрасно помним такую некогда ведущую БСТ, а потом депутатку нашего Курултая. Зариф Байгускаров, любопытный персонаж, представляющий районы Зауралья, который умудрялся
спорить с партнерами по партии по поводу закона о домашнем насилии. И, надо сказать, это был плюс в его карму. Динар Гельмуддинов, экс-глава ГИБДД, человек в телеграм-канале которого куча подписчиков, но нет никакой активности. Откуда он подписчиков набрал? И каждый день пишет о том, как он любит Путина, власть и поддерживает горячо все решения. Такой стыд, конечно, читать это все. Не знаю, почему я на него подписан, но вот так сложилось. Дальше этот Рафаэль Марданшин, собственно, еще один бизнесмен. Ну а последние люди в списке это вообще, конечно, стыд и позор, потому что к республике, как правило, не имеют никакого отношения и за 5 минувших лет вообще никак не отметились ни в СМИ, ни в интервью. Ой, простите. Вот, смотрите, Наталья Орлова, Ирина Панькина, Владимир Сенин. Вот эти люди, я помню, тогда возмущался в 2021 году, что какого черта в списке эти люди. И вот, пожалуйста, они просидели 5 лет, проштамповали преступные законы, а для республики ничего не сделали. Ну и Римма Утяшева еще тут есть. Она хоть как-то мелькала. Понятно, что в позитивной повестке мы ее не видели, но она хоть как-то, вот я не знаю, в новостях что-то там комментировала, какие-то абсурдные слова озвучивала. В общем, вот. Выборы, уж извините за этот термин, у нас планируется, поэтому эту тему так или иначе стали тоже брать на вооружение. Так. Позовите в эфир Сыреся Болияня. Это будет очень интересно. Поэт Эрзянский, участник войны на стороне Украины. Эрзянский, национальный активист и старейшина. Ага, интересно, интересный персонаж. Да, США дали добро на смерти глав государств, которых не выбирали, и всех, кто с ними связаны. Дрону с онлайн-магазина не нужен заряд, чтобы остановить войну. Любой может, не вставая с дивана. Эх, если бы так было легко. Так, и моя любимая нажимальщица кнопок при голосовании Римма Баталова, пишет Бабовна, вспоминая депутатов. Слушайте, а Баталовой не было же в последнем составе, или была? Римма Баталова. Что-то в списке ее нет почему-то. А, есть, конечно, боже мой. Да, тут же еще и Римма Баталова, и еще Резван Курбанов, человек, не имеющий никакого отношения к Башкортостану. Точно. Все верно. Так, он ведущий на канале Лига Свободных Наций. Вы, может быть, видели его, если натыкались. Менять их всех надо. Всех, по-моему, 16 человек там заседают от республики. Да, именно так. Разумеется, надо всех менять. Ну, опять-таки, будем думать об этом, наверное, позже, когда будет смысл. В Думе как таковой, когда будет смысл. Сейчас разве есть смысл в этих депутатах? Ну, вообще, надо сказать, именно эти люди ставят на себе такие клейма, ну, от которых отмыться просто невозможно будет. Если какие-то чиновники в правительстве в Уфе, ну, как бы просто занимаются своим делом, и, в общем-то, в случае условного суда они смогут легко отмазаться, сказав, что, ну, в общем-то, преступления не совершали. Каждый депутат Госдумы на этом фоне, конечно же, совершал преступления и продолжает их совершать, голосуя за людоедские законы. Ну ладно, бог им судья, как говорится, на данном этапе. Вот, а мы заканчиваем. И я еще раз, как всегда, не устаю вас благодарить. Спасибо, друзья, за внимание. Не забудьте, пожалуйста, про лайки. На следующей неделе я, конечно, появлюсь, скорее всего, на какие-то эфиры, но у меня мини-отпуск, приуроченный к школьным каникулам, как это заведено у жителей этих стран, когда в школе каникулы, взрослых тоже не остается нигде практически. Вот в этот раз, я надеюсь, что-то получится. В общем, следите за анонсами. Вот, мы в любом случае продолжаем работу в том или ином формате. Вот, и я всем желаю успехов. Будьте здоровы и пока.